Завтра в Северной Осетии стартует турнир «Аланы». В этом году за внушительный призовой фонд, а это $100 тысяч, поборются сборные из 14 стран мира. Команды уже приехали в республику и активно готовятся к предстоящим соревнованиям. На итоговой тренировке побывал наш корреспондент Алана Томаева. Все подробности в ее репортаже. До турнира считанные дни и заключительные тренировки в разгаре. Кто-то отрабатывает приемы, кто-то догоняет нужный вес, но большинство выходят на ковер, чтобы поделиться опытом и узнать что-то новое для себя. Порядка 14 сборных, в том числе команды США, Грузии, Ирана, приехали на сборы в Академию борьбы имени Аслана Хадарцева не только для участия в международном турнире по вольной борьбе «Аланы». Спортсмены всего мира знают, что такое Остинская школа борьбы. У нас прекрасные условия благодаря президенту Федерации, нашему легендарному борцу Махарбегу Хадарцеву. Они изъявляют желание в год несколько сборов совместных проводить. То есть они оценили условия и с удовольствием хотят сюда возвращаться. Международный турнир по вольной борьбе «Аланы» пройдет по инициативе и при поддержке главы республики Вячеслава Битарова уже в эти выходные. Он станет крупнейшим спортивным событием уходящего года. Это гран-при соревнования мирового масштаба. Таких турниров в мире всего 5. Здесь это рейтинговый турнир, откуда отбираются на чемпионат мира и на Олимпийские игры, поэтому это очень значимый турнир. Борцы практически готовы к выступлениям. Говорят, предсказать результат сложно, ведь это спорт. Но главное, заверяют спортсмены, это дружба и взаимоуважение. Именно оно царит все сборочные дни в борцовском зале Академии. Мы готовы бороться. Процесс идет хорошо. Ребята у нас встретили очень тепло. Уважаем друг друга, любим друг друга. Мы очень близкие люди, близкие народы. И для меня это очень важно быть в Осетии. Наталья Воробьева рассказывает, целенаправленно приехала на сборы именно в Осетию. Здесь есть все для профессиональной подготовки спортсменов. Говорит, побывала во многих тренировочных лагерях мира. В Осетии, без преувеличения, один из лучших. Принять участие в турнире не сможет, потому что он мужской. Но очень надеется, что в скором будущем и она попробует на нем свои силы. Очень бы хотелось, чтобы, конечно, организаторы когда-нибудь, может быть, ввели, так как и в Северной Осетии есть женская борьба, и во всей России она приветствуется, уважается, поэтому я думаю, если ведут женскую борьбу, хотя бы пару весовых категорий, например, под меня, еще под кого-нибудь, я буду рада. Турнир продлится 2 дня. 8 декабря пройдут предварительные полуфинальные схватки. 9 декабря состоится торжественное открытие и финальные поединки. И уже сейчас они обещают быть яркими и интересными. В воскресенье наш телеканал будет вести прямую трансляцию поединков. Следите за обновлениями. Алана Томаева, Аслан Тебев. Новости Осетии.